Всем привет! Сегодня мы поговорим о переключении передачи, каденсе и правильном педаляже. Современные велосипеды имеют 22 передачи. Сейчас я расскажу о том, как правильно переключить передачи. Для большинства велосипедистов подойдет компактная система 50 и 34 зубов впереди и на кассете от 11 до 25. Так у вас будет удобная низкая передача для подъема в гору 34-25, а высокая передача 50-11. Что точно не стоит делать, это переключаться под нагрузкой. Всегда переключайтесь заранее, перед подъемом в гору. Избегайте крайних положений на кассете. Если вы на 50, то не переключайтесь на кассете 25. Если вы на 34 звезде, то не переключайтесь на 11. В этом случае цепь сильно перегибается и подвергается сильной нагрузке. Для долговечности трансмиссии это лучше не делать. Трансмиссию необходимо держать в чистоте и постоянно смазанной. Каденс – это количество вращений педали в минуту. К примеру, нам надо подняться в гору. Если мы выберем неправильный каденс, очень медленно, то наши колени будут испытывать огромную нагрузку, потому что мы медленно и сильно будем давить на педали, и есть риск их травмировать. Если мы выберем быстрый каденс, то есть слишком быстро будем крутить педали и при этом стоять на месте, может появиться одышка. Поэтому оптимальный каденс от 80 до 100 оборотов в минуту. Каденс для каждого человека индивидуален. Для подсчета каденса можно приобрести велокомпьютер. Поговорим о технике педалирования. Имеется 4 зоны вращения. Если ориентироваться по циферблату часов, то это нажатие на педаль – это с часу до 5. Протягивание педали – это с 5 до 7. Подтягивание с 7 до 11. И проталкивание с 11 до часа. Для обработки этого навыка лучше использовать велостанок и отрабатывать отдельную каждую ногу на более высокой передаче, чтобы лучше прочувствовать каждую зону вращения. Понять, правильно ли вы отрабатываете вращение, можно, если вы обратите внимание на цепь. Она всегда равномерно натянута и не должна прыгать.